Эфир нашего канала продолжает выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Менять настройки телевизора нет необходимости. В Якутске временно отключат теле- и радиовещание. Якутск сегодня официально станет столицей тотального диктанта. Предварять акцию будет фестиваль грамотности. В Нерюнгри продолжается спартакиада зимних видов спорта. Расскажем, кто стали сильнейшими в сноуборде и горнолыжном спорте. В Якутске на 4 дня отключат теле- и радиовещание. Связано это с профилактическими работами. Так, с 30 марта по 2 апреля с 10 до 17 часов в столице республики будет временно прекращена эфирная трансляция цифровых каналов первого и второго мультиплексов, а также Радио России и Маяк. На время отключения радиопередатчики будут молчать. На экране телевизора появится надпись «Нет сигнала» или «Слабый сигнал». Отмечается, что не следует менять настройки телевизора и радиоприемника. Турагентам выпишут крупные штрафы за работу без разрешения. За нелегальную деятельность туристическому агентству могут назначить штраф на сумму до 100 тысяч рублей. Соответствующий закон Совет Федерации планирует рассмотреть завтра. Документ предусматривает административную ответственность за ведение турагентской деятельности лицом, сведения о котором отсутствуют в реестре. Размер взыскания составит для граждан от 5 тысяч до 15 тысяч, для должностных лиц от 10 до 30 тысяч. Юридические лица в случае нарушения заплатят уже от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. Заполняемость детских лагерей летом планируют увеличить на четверть. Правительство России поручило Роспотребнадзору изменить требования к оздоровительной кампании. Детский отдых в этом году обязательно должен состояться, заявил премьер Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями. В прошлом году из-за ограничений, вызванных пандемией, по всей стране получилось задействовать только 20% лагерей. По санитарным правилам они заполнялись только наполовину. Тем не менее, в них отдохнули свыше 1 миллиона 300 тысяч ребят, отметил глава правительства. Сейчас ситуация с коронавирусом стабилизируется. Заполняемость детских лагерей планируют увеличить на четверть. Сегодня Якутск официально станет столицей тотального диктанта. Церемония передачи этого статуса пройдет в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба Минкультуры региона. Делегации региональных команд встретятся в атриуме главного штаба Государственного Эрмитажа. Напомним, тотальный диктант пройдет в Якутске 10 апреля. Традиционно на главной площадке города-столицы акции текст диктует сам автор. В этом году Дмитрий Глуховский из Якутска будет читать текст диктанта в прямом эфире. Предварять тотальный диктант в Якутске будет фестиваль грамотности. С 31 марта по 4 апреля пройдут вебинары и мастер-классы, посвященные актуальным вопросам современной русской литературы и преподавания русского языка. Также в программе семинары для библиотекарей, публичные лекции и викторины. Писатель Андрей Геласимов проведет творческие встречи в Северо-Восточном федеральном университете, а также в Национальной библиотеке. Там же 2 апреля откроется Центр грамотности. Встречи пройдут в онлайн и офлайн форматах. Призывникам в армию в этом году при желании будут ставить прививку от коронавируса. Отметим, что призыв в армию в Якутии пройдет с 1 мая по 15 июля. Всех новобранцев перед отправкой на службу обязательно проверят на наличие коронавируса. По данным Генштаба Вооруженных сил, весной и летом прошлого года медики в военкоматах выявили более 1500 зараженных COVID-19. Еще более 7000 новобранцев оказались контактными лицами и провели какое-то время в изоляции, и в армию они не попали. В этом году у срочников появится возможность получить прививку от COVID-19 на месте службы. А успеть на нужный автобус горожанам поможет 2 ГИС. Движение на пригородных маршрутах Якутска в начале апреля можно будет отслеживать в режиме реального времени. Как это будет работать, выяснял Дмитрий Тымыров. На сегодня все автобусы, курсирующие по маршрутам межгород, обновили свою систему GPS и уже готовы работать по новой программе. Вообще для того, чтобы внедрить, необходимо было провести ряд работ, связанных с модернизацией, оптимизацией количества электроники в подвижном составе. Мы сейчас поменяли датчики и модуль GPS, и они сейчас фактически поставили новые, что позволяет более гибко
и более четко работать в системе, чтобы она была многофункциональна. По словам Валерия Домотова, вопрос упрощения работы отслеживания общественного транспорта стоял давно. И вот благодаря упорной целенаправленной работе в этом году это стало возможным. И сейчас 2GIS взялся за этот проект. В скором времени мы будем транслировать городские маршруты на карте 2GIS. И хотелось бы немножко оцифровать, то есть показывать онлайн-версии, сколько людей находится в автобусах. То есть чтобы человек понимал, наполнен автобус или нет. С начала этого месяца 2GIS совместно с МУП «Япак» проводят тестовые запуски проекта, чтобы уже в следующем месяце запустить его в работу. Мы ежедневно смотрим соблюдение графиков, во сколько приезжает автобус, во сколько отъезжает, вовремя ли приезжает на условленную автобусную остановку, ну и удобство горожан. Как это будет вообще интегрировано в жизнь обычного горожанина, как он будет им пользоваться. Я считаю, это начало большого пути. Мы думаем, что наше сотрудничество с компанией 2GIS продолжится. И в будущем думаем, что все маршруты города Якутска будут работать и отслеживаться в приложении 2GIS. Мы дозвонились до руководства «Союзавто» Андрею Косицкому и спросили, будет ли внедрена данная система на городских маршрутах, где он ответил, что город пока не нуждается в таком обновлении. Если 2GIS готов сам внедрить систему на городской транспорт, то «Союзавто» готов обновиться. А пока жители межгорода будут отслеживать свои маршруты по новой системе, горожане будут пользоваться приложением «Где автобус?». Дмитрий Тымыров, Григорий Охлопков, Якутск. В 40-х годах прошлого века в Японии внедрили систему организации труда, которую впоследствии подхватили другие страны. Алроса не стала отставать от мировых лидеров, и сотрудники компании внедрили в структурных подразделениях собственный проект. Наши коллеги разбирались в нюансах. Гайка к гайке, шуруп к шурупу разложены по размеру. А еще недавно все эти детали лежали в одной куче. В поисках нужного работник ежесменно тратил 7% рабочего времени в масштабах года целая неделя. И еще 3% на бессмысленное передвижение от одного стеллажа к другому. Теперь же благодаря системе 6S, когда сотрудники все кладут на свое место, ситуация выглядит иначе. Мы провели, совместно с Центром сервисного обслуживания и ее работниками это сортировку, избавление от ненужного, от захламления рабочих мест. Провели содержание в порядке, то есть у каждого материала, у каждого инструмента есть свое четкое обозначенное место. То есть первое, у нас есть перечень. По перечню мы можем видеть, где конкретно, согласно адресности данного перечня, где какой материал находится. Дмитрий Макушин, руководитель направления «Открытая разработка» отдела развития производственной системы Удачинского ГОКа, со своими коллегами ведет методологическую работу по внедрению системы 6С в цехах комбината. Центром развития производственной системы компании «Алроса» была разработана система 6С. 6С – это, скажем так, 6С. У японцев 5С, у нас 6С. А 6С – это красная нить, пронзающая и связывающая все этапы 1, 2, 3, 4, 5С. Это техника безопасности и охрана труда. Что мы ожидаем, компания, от внедрения 6С? 6С – это всего лишь один из инструментов бережливого производства. Кто-то к новшеству изначально отнесся негативно, кто-то сразу подхватил этот инструмент производственной системы. Сейчас ясно одно – работать стало легче. Повысилась культура труда и качество выполняемых работ. Да и на знакомство новичка с его рабочим местом стало уходить всего 5 дней вместо 2 месяцев, как было ранее. Ирина Балкова, Денис Сиротин, телеканал «Алмазный край». 30 молодых пианистов подали заявки на участие в международном конкурсе имени первого якутского композитора Марка Жиркова. Конкурс состоится в Москве с 10 по 14 апреля, сообщает пресс-служба Минкультуры региона.
Приедут музыканты из Сербии, Японии, Китая и регионов России. Все участники, учащиеся и студенты лучших центральных музыкальных школ. Якутию представят 9 человек, 7 из высшей школы музыки, еще 2 представителей детских школ искусств из Якутска и Вилюйска. Отмечается, что в конкурсную программу входят произведения зарубежных и российских классиков, а также композиторов из нашего региона. В Якутии продолжается спартакиада зимних видов спорта. Нерюнгринская горнолыжная база «Горизонт» стала одной из площадок для соревнований. Накануне там завершились чемпионаты по сноуборду и горнолыжному спорту. Итоги подвела Екатерина Павлова. 3, 2, 1, марш! Взгляд устремлен, и нет весенней лени, а счастье от рассвета до заката прожить, не вылезая из креплений. Снятие некоторых ограничений пандемии открыло второе дыхание спортсменам, и 71 человек из 9 районов республики поспешили в Нерюнгри посоревноваться и, возможно, последний раз в этом сезоне насладиться спуском с горы. 35 горнолыжников и 36 сноубордистов. В отдельных видах у нас жесткая конкуренция, это, как всегда, мужчины. Очень большая группа, и среди них много перворазрядников. Там жесткая борьба была у мужчин, у горнолыжников, и у мужчин-сноубордистов тоже очень жесткая борьба, у них большая конкуренция. Они там секунду в секунду шли. Радует, что Чурапчинский, там, Улус, Амгинский подтягиваются к промышленным, и уже и в количественном составе у них сборные полные, ну и качественно. Самым юным участницам соревнований 8-9 лет. И сегодня маленькие звездочки выходят на такую же трассу, что и взрослые опытные спортсмены. На мой взгляд, очень хорошо. Правда, там снег похож на лед чуть-чуть. Это олимпийский вид спорта, и я хочу стать самой знаменитой. Командное золото чемпионата в слаломе и слаломе-гиганте по обоим видам спорта у Нерюнгринского района, который представляли 14 человек. Открытием сезона стали 2 нерюнгринские юниорки – горнолыжница Евгения Широчина и дебютантка республиканской спартакиады сноубордистка Дарья Воробьева. Спортсменки заработали все золотые медали в своих видах дисциплин. Скорость, экстрим. Мне нравится это. После этой спартакиады меня тренер на Россию хочет вывести. Буду тренироваться. Я встала впервые на сноуборд года 3 назад или 4. Тогда прям влюбилась в этот спорт. Очень нравится. Так получилось, что именно наша группа каталась именно тогда, когда солнце и снег растаял, и уже не было так сильно льда. Поэтому вроде все хорошо. В воскресенье в рамках 4-й спартакиады зимних видов спорта в Нерюнгре прошли республиканские соревнования по параллельному слалому. Первые места распределились между гостями столицы республики и нерюнгринцами. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. Мы продолжаем следить за развитием событий. Помните о безопасности, носите маски, соблюдайте безопасную дистанцию и оставайтесь с нами.